Уважаемые соотечественники, мне казалось, что я живу в стране, в которой возможны перемены. Я, как и многие, считал, что можно быстро это сделать. Я бился за это. События этого года показали, что быстрых перемен не бывает. Сказок не бывает. Никто не придет и не поможет нам. Мы очень молодой Кыргызстан. Мы наивны, мы искренни. Мы тот школьник, который боится, открывая большую дверь своей школы, смотря на большой мир. События 2005 года, события 2010, Черный июнь показали, насколько мы находимся в зоне риска. Мы как тот больной человек, который должен только выживать за счет внутреннего иммунитета. Никто не подаст нам воды, никто не даст нам лекарства, чтобы нам оздоровиться. Нам нужно надеяться только на себя. Мы все были свидетелями, как закрыли нам границу. Мы только хотели торговать, зарабатывать честно деньги. Но мы увидели другое. Пока мы не решим свои внутренние проблемы сами, никто не придет и не поможет. С каждого минуса мы должны делать плюсы, мы должны делать выводы. Мы должны открывать другой путь торговли. Мы должны нашу страну делать транзитом. Мы дети Манаса. Мы должны быть великодушными. Если, как и в 30-е годы, наступят голодные времена у наших соседей, мы с распростертыми руками примем их. Да, мы молодая страна. Да, мы мечтаем, что наша страна должна жить лучше. Мы мечтаем, чтобы наши дети жили в стране, где будут они чувствовать себя в безопасности. И обязательно это у них будет. Мы сделаем нашу страну счастливой. Мы все надеялись, что люди, которые приходят во власть, они будут справедливы, честны, правдивы. Они будут нести за те слова, которые они давали обещания, предвыборные обещания. Но, к большому сожалению, они не то что приватизировали власть, они приватизировали все, что можно, даже совесть. Сподвижники — это чиновники, которые обокрали наш народ. Они должны нести такую же ответственность, как и сбежавшие президенты. Пока чиновники, которые обокрали, не будут нести свою ответственность и не вернут в бюджет деньги, которые они наворовали, у нас ничего не изменится. Это уже входит в привычку. После 2005 года одни и те же люди пришли к власти. После 2010 года, апрельских событий, мы наблюдаем то же самое. Они вошли в составы партий и выдвигаются в парламент. Время пришло. Время пришло молодых людей. Время пришло нового мышления. Во всем мире к власти приходят люди 21 века. Во всем мире на политической арене появляются новые люди. А у нас все по-прежнему. Вся та же затертая колода. Все те же лица, которые 20 лет говорили о коррупции. Все те же лица, которые говорили об экономическом развитии, ничего не изменилось. Нам нужны перемены. Наш народ нуждается в переменах. И мы обязательно выстроим систему, чтобы к власти пришли молодые люди, которые сами создали себя. Они сами поднялись, сами создали рабочие места. Они знают чаяние народа. Они знают все проблемы села, знают проблему промышленности. Что мы имеем сегодня? Те же силовые структуры, которые, можно сказать, порабощают бизнес. Бизнес, который ноет, который плачет. А власть
как и декларировала, так и декларирует о моратории на проверки, о защите бизнеса. Суды, как и брали деньги, так и берут. Пока к власти не придут люди, которые создали в жизни что-то, ничего не изменится. Должны прийти новые люди с новым видением, с новым решением. Мне страшно, когда мой сосед русский уезжает. Мне больно, что мой сосед не поймет, что он там будет кыргызом, он там будет другим менталитетом. Мне больно от того, что кыргыз не кричит: «Стой, сосед! Стой, друг! Давай вместе переживем тяжелое время! Давай вместе будем радоваться тому счастью, которое у нас обязательно будет! Давай жить здесь! Это наша земля! Она самая лучшая в мире!» События на юге показали, насколько хрупок мир. Мы стараемся ее перекладывать. Мы ждем, что кто-то придет за нас и решит. Никто не решит за нас, если мы сами не решим внутреннюю проблему. Ее не решить за год, за два. Ее не решить ненавистью друг к другу. Мы только, если будем терпимее, если мы только поймем друг друга, тогда мы можем сохранить дружбу, сохранить нашу страну. Бывая в Москве, я вижу кыргызских ребят, которые работают на стройке, которые убирают улицы. Мне больно. Мне больно от того, что мы не могли у себя создать рабочие места. Мне больно от того, что они не ночуют рядом со своей семьей. У каждого из нас есть родственник, кто работает на чужбине. Они герои. Только одно требовалось от власти: создай рабочее место, создай равные условия, оставь в покое бизнес, сделай приемлемые условия для инвестиций. И тогда у наших кыргызских ребят все получится. Они научились сами зарабатывать, они научились сами в жизни чего-то добиваться. Почему они должны работать в другой стране? Почему они должны ютиться 20 человек в одной комнате? Пока мы не создадим у себя условия, пока нас перестанут называть гастарбайтерами, у нас ничего не изменится. Чиновники, которые от политики за всю жизнь не создали ни одного рабочего места, они ничего не изменят. Кроме красивых слов, кроме как выступать по телевизору, обещать, и это будет повторяться из года в год. Пока мы не переменимся, пока мы не поменяемся, у нас ничего не изменится. Меня бесит, когда президент, министр или губернатор по телевизору выступая говорят: вот мы подарили квартиру или компьютер. Почему они не скажут, что это деньги налогоплательщиков? Это наши с вами деньги. Мы должны научиться говорить правду. У нашей партии четкая программа. Мы знаем, какие шаги нужно делать. Это все вы узнаете через средства массовой информации. Сегодня я хотел высказаться о том, что наболело внутри меня. Я хочу вашего благословения. Вы знаете, что я самодостаточный человек. Я молод. Во мне кипит энергия. Я хочу жить в своей стране. Я не могу видеть, как моя страна, как ей тяжело. Я хочу, чтобы мой сын гордился мною, как и я горжусь своим отцом. Я хочу, чтобы мы все гордились своей страной.